Как вы пришли к религии и что для вас сегодня ислам? Знаете, когда дело касается религии, кривить душой не надо. Это правда. Значит, с рождения, с детства мы все воспитаны в атеистическом духе. Сказать, что я сегодня прямо стал страшно религиозным, было бы враньем перед теми, кто меня слушает. Субханаллах. Недавно со мной связывается один брат из Франции. Кто брат? Из Франции. Сам он из бывшего Советского Союза, из стран Кавказа. Но он из Франции, живет там во Франции. И говорит: вот, Ренат, ты мне скажи, пожалуйста, правда, что ты считаешь, что ваш президент Назарбаев шариатский правитель, что ты обязан ему подчиняться и так далее. Аллаху Акбар, ты живешь во Франции, кушаешь с рук педиков, извините меня. Педики тебя с рук своих кормят, и тебя во Франции этот вопрос интересует. Как тебе не стыдно? Когда я, по милости Аллаха, живу в государстве, в котором 70% населения себя мусульманами считают, и где я горжусь тем, что мой президент говорит: я мусульманин, и строит мечети, джазаллаху хайран. Пусть Аллах субхану ва тааля продлит его жизнь в подчинении Всевышнему Аллаху. Казахстанская мусульманская религиозность, она более спокойная, толерантная. И вот, суннизм, спокойная религия, почти светская религия. У нас свои обряды, свои обычаи. И потом казахи поклоняются духам предков, аруах. А Коран говорит, что поклоняются только Аллаху, никаких духов. Но мы, зная 7 поколений своих предков, мы духам предков поклоняемся. Я не вижу ничего в этом страшного. И где я горжусь тем, что мой президент говорит: я мусульманин, и строит мечети, джазаллаху хайран. Пусть Аллах субхану ва тааля продлит его жизнь в подчинении Всевышнему Аллаху. Мы не будем свой народ тянуть назад. Мы сунниты, у нас есть свой путь. Носить арабские хиджабы и отправлять девушек и женщин в средние века не наш путь. Наши матери, пожилые люди, сами знают, какую одежду, какой убор носить. Пусть сами решают. Но молодежь, которая учится, сами этого не будут делать, если им не поручат. И где я горжусь тем, что мой президент говорит: я мусульманин, и строит мечети, джазаллаху хайран. Пусть Аллах субхану ва тааля продлит его жизнь в подчинении Всевышнему Аллаху. Как оградить Казахстан от влияния нетрадиционных религиозных течений? Кто должен обучать молодежь религиозной грамотности? Обсуждали в Аккорде. Нурсултан Назарбаев провел совещание с представителями Духовного управления мусульман. Длинные бороды и короткие брюки не соответствуют традициям ни нашему народу. Об этом заявил президент и рассказал, каким должен быть истинный мусульманин. Одним из способов повлиять на нас извне является внедрение чуждых для нашего народа религиозных учений. В последнее время наблюдается такая тенденция. Мы должны бороться с проявлениями, представляющими опасность для нашей государственности. В этой связи перед вами стоят большие задачи. Задачи стоят конкретные и перед каждым имамом. Их в стране почти 4000. Многие прошли курсы повышения религиозной грамотности. Но, как подчеркнул президент, и этого сегодня недостаточно. Страна нуждается в специалистах, которые смогут грамотно и правильно разъяснять основы течения традиционного ислама. Ведь из-за непросвещенности наши молодые люди отпускают бороду и подрезают себе брюки. Увеличивается количество казахстанских девушек, которые полностью покрывают себя черными одеяниями. Это не соответствует ни нашим традициям, ни нашему народу. Необходимо проработать вопрос запрета этого на законодательном уровне. Казахи одевают черную одежду во время траура. Мы должны хранить нашу религию вместе с нашими традициями. Если молодежь будет следовать наставлениям чуждым нашему народу, то что будет с государством? Мы не допустим этого. Независимый Казахстан должен иметь светлое будущее. Нация должна быть едина, страна должна быть светской и развиваться дальше. Мы не потерпим тех, кто выступает против нашей цели. И где я горжусь тем, что мой президент говорит: я мусульманин, и строит мечети, джазаллаху хайран. Пусть Аллах субхану ва тааля продлит его жизнь в подчинении Всевышнему.